Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала. Вы на канале Тродома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на понедельник, 4 июля. Мы смотрим все знаки зодиака на колоде «Цыганский пасьянс» называется. Начинаем с овнов. Смотрим овнов первых. Покажите мне овны. 4 июля, события дня. Так. Письмо первое, что я вижу. Письмо — это получение. Будет какое-то получение у вас. Свидание еще может быть, ну или приятная встреча. Так, проверяем горизонтали. Горизонталь не вижу. Интимная связь. Ну, у вас тут что-то все про любовь в понедельник, да? Свидание, интимная связь. Это может быть какое-нибудь послание любовное. Так. Да, и больше ничего нету. Львы. Ой, львы. Может быть, как-то будет связано со львами. Смотрите, у меня львы вырвалось почему-то. Я вас львами хотела обозвать. Овны, смотрите. Да, то есть тут вот на первом месте личная жизнь. Возможно, как-то будет связано со львами. Интимная связь, свидание. И, возможно, будет еще получение какого-то либо документа, либо информации, либо получение посылки. Что-то еще можете получить с утра. Но остальная часть дня больше будет связана с личной жизнью, любовью и романтикой у вас. Так что вот тут такая информация выпала на понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Тельцы. Смотрим, что у вас. 4 июля. Понедельник. События дня для тельцов. Покажите мне. Сразу же у вас сундучок выпадает. Прибыль. Все как вы любите. Вам по заказу. Сундучок. Флаг нельзя. Глубокая печаль. Какое-то может быть расстройство у вас еще в этот день. Приглашение. Получение информации, новости. Отличное настроение. Вы тут видите, недолго будете печалиться, да, по колодцу.
Верность еще есть по вертикали. Верность показывает всегда гармоничные отношения в паре. Так, и здесь у нас нет совпадений у вас, вернее. Получается что? Получается у вас первое событие – это финансовые поступления. Затем может быть какое-то разочарование, расстройство. Но будет оно недолгим. У вас дальше идет приглашение, получение информации и очень хорошее настроение. И, возможно, вот показывает, что еще будет что-то будет связано с парой, то есть какое-то событие в паре, возможно, вы куда-то поедете, может быть, на вот это вот приглашение, которое получите, вы пойдете парой, скажем так, по этому приглашению. Вот такая информация, тельцы, для вас. У вас здесь только один минус, это вот расстройство. Не знаю, с чем оно будет связано. Все остальные события у вас хорошие. Так, смотрим дальше. Близнецы. Близнецы. 4 июля, понедельник. События дня. Приглашение у вас выпадает, первое событие. Ожидание. Ссора небольшая. Неприятность. Смотрите, неприятность, ожидание рядом. То есть неприятность может связана с тем, что вам придется ждать. Ножницы здесь нельзя было, потому что уже зафиксирована эта карта. Получение какой-то информации, вести. Подарок. Тайная встреча. Победа. Периметра я не вижу, ни горизонтали, ни вертикали. Значит, что получается? Первое событие, у вас будет какое-то приглашение, затем у вас будет ожидание. Ожидание может быть связано с какой-то неприятностью. Рядышком, когда выпадают, очень часто проигрываются вместе. Ну, давайте я отдельно буду говорить. Значит, ожидание, затем небольшая ссора, может произойти неприятность, вы получите какую-то информацию, будете в руках держать подарок, затем будет тайная встреча, будет какой-то результат в этот день и будет поступление информации, новости. В общем, вот такой у вас насыщенный денек будет в понедельник. Благодарю за внимание и перехожу я к ракам. Так. Поменяла знак.
Раки, смотрим, 4 июля. События для раков. Раки. Поехали, смотрим, что у вас. Ссора. Ну, ссора несерьезная. Шарики нельзя уже. Что-то у вас, раки, ничего не выпадает, кроме ссоры. Ага, общение с другом еще, может быть, с подружкой. Сейчас посмотрим еще, может быть, горизонтали, вертикали что-то есть. Нет, не вижу. Получается, у вас всего лишь 2 события в понедельник. Первое, это может быть небольшая ссора с утра с кем-то, можете поругаться. А вечером может быть общение с друзьями в понедельник. Вот такие 2 события у вас выпали. Благодарю за внимание. Перехожу дальше ко львам. Так. Левушки смотрим. Четвертое июля. Июля, понедельник, события дня, львы. Угу. Так, выпадает исполнение желания. Первое событие у вас, да, и какое хорошее. Посещение госучреждения. Нерешенный вопрос, может быть, там будете пытаться решить. Змея. Встретится вам змея на пути в этот день, да, то есть человек с ядовитым языком. Может быть свидание. Может быть свидание с человеком по году рождения, змея. Иногда выпадает, да, то есть змея не по своему, да, характеру, а змея просто как-то связана, или год рождения, да, то есть, или, не знаю, может человек высокий, да, такой худенький очень. Так, события еще в доме может быть. Обман может быть. Будьте осторожны. Кстати, змея — это такие, знаете, хитрецы, обольстители, да, вот чтобы вас тут не обманули эти хитрецы. Неприятность. Причем неприятность выпадает на событие.
рядышком, вернее, с событием. Так, сейчас я еще посмотрю горизонтали, вертикали. Мешок с деньгами нельзя. Замок нельзя. Ну, здесь тоже нет. Почему нельзя? Ну, потому что правила такие, да, то есть у пасьянса есть правила, поэтому я, учитывая правила пасьянса, говорю нельзя. Так, получается, смотрите, у вас очень много событий. Я не знаю, как они будут у вас связаны. Конечно, можно связать, да, в одну линию, но я не буду. Я называть буду просто, как они выпадали, да, вот в такой последовательности и называю. Значит, исполнение желания, посещение госучреждения, нерешенный вопрос какой-то, да, который, видимо, хочется решить, но вряд ли получится, потому что ножницы не выпали. Да, вот если ножницы выпадают, тогда подсказка, что вопрос решается, но у вас они не выпали. Встреча с человеком-змеей, да, то есть либо по своему характеру это змея, либо, может быть, по году рождения, по внешности. Свидание, обман, какое-то событие, мероприятие в этот день и неприятность еще тоже может произойти. Опять же, неприятность может быть, то есть обман это и может быть неприятность, понимаете? То есть события очень часто, несколько событий указывают на одно, так вот может бывать, да, то есть одно событие приобретает какую-то окраску. Так что, может быть, вы как-то для себя поймете, да, что с чем компоновать. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Смотрим сейчас, что будет у дев. Так. Дева. 4 июля. Понедельник. Июля, понедельник. События дня. Надежда. Подсвечник выпадает. Это надежда. Оптимизм еще проигрывается как оптимизм. Застолье может быть. Ну, какое-то мероприятие. Да, где-то посидели, поужинали. Это тоже можно считать застольем. Госучреждение. Деловое общение. Скорее всего, будет в этом госучреждении. То есть какие-то вопросы будете решать. Вопросы рабочие, либо деловые. Дорога. Может быть, поездка. Кстати, госучреждение вместе с дорогой это может быть аэропорт, ЖД вокзал, автостанция. Да, потому что тоже госструктура. Так, смотрите, исполнение желания. Цыпленка нельзя. Новость. Получение информации. Здесь я не вижу. Значит, смотрите, что получается у вас в этот день, в понедельник. У вас на этот день есть какие-то надежды, у вас есть посещение госучреждения,
деловое общение, застолье, поездка, исполнение желания и получение новости. Так что, видите, все события очень даже позитивные у вас выпадают на понедельник. День, можно сказать, благоприятный. Благодарю вас за внимание. Я вот перехожу дальше к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочка на нее будет под этим видео в описании. Прокручивайте вниз, и там вы увидите. Да, я так и пишу, ссылка на вторую часть. Еще как вариант, можно зайти на канал. Да, на канале есть все части всех карт дня. Или еще вариант, вы можете оставить запрос в комментариях, что написать: мне нужна вторая часть. Я вам в комментарии оставлю ссылку, если вы не хотите искать. Так что жду вас во второй части.